Когда вы первый раз начали вот плотно сотрудничать с Натальей Ивановной? Да, Наталью Ивановну я знаю, значит, очень давно, потому что ведь она не только такой видный поэт наш, литератор, значит, но она и ведь общественный деятель, ведь у нее жизнь такая насыщенная, что ли, была не только творчеством, но и конкретно работой, потому что, ну, так ей пришлось с молодых лет участвовать как бы в содержании своей семьи, потому что, ну, рано из жизни ушел отец, значит, и поэтому мама, брат, надо было работать. Она начинала работать непосредственно на производстве в Якутском управлении там, гражданской авиации, значит, в Маганском авиапредприятии. А потом занималась литературной, вернее, журналистской деятельностью, значит, работала в разных газетах. Поскольку она человек такой, значит, не только творческий, но и очень активный, общественно, горячий, со своей точки зрения, с таким характером. И поэтому она работала еще на общественной работе, значит, и работала и в обкоме комсомола, и по партийной линии, была секретарем целого Кобельского райкома партии. А тогда Кобельский район был один из ведущих промышленных районов, было очень много работы, забот. Значит, работала и в редакции, а потом главным редактором нашей газеты «Сахасер-Ре», была заместителем министра культуры, возглавляла союз писателей. То есть, будем говорить, у нее такая деятельность многогранная. Значит, и, конечно, значит, мы с ней познакомились еще в далекие-далекие такие годы. Вот, и, значит, я знал ее, конечно, и как общественного деятеля, ну и в первую очередь как, конечно, поэта. Она очень молодым человеком, ну еще, будем говорить, совсем молодым, и это удивительно. Уже был напечатан ее сборник, ее стихов. Значит, это тогда, когда ей было, ну, немножко больше, там, 20 лет, скажем так. И ее талант, он сразу обратил на себя внимание. Вот классик, можно сказать, нашей литературы Семен Петрович Данилов посвятил ей стихотворение, в котором есть такие слова: «Завистью, любовью и благословением читаю твои стихи». Ну, это высочайшая оценка. И Наталья Ивановна несколько сборников таких издала, и о том, что ее творчество имело значение не только для нас, для нашей республики, но и на таком общероссийском уровне, свидетельствует хотя бы тот факт, что когда вот после этих бурных событий 90-х годов, когда было не до культуры, литературы и идеологии, в начале 2000-х годов все-таки началась такая планомерная работа по возврату литературного наследия, по как бы такому изучению творчества поэтов национальных республик, которые являются составной частью нашей российской многонациональной культуры, началась, значит, публикация вот, произведений разных авторов из разных краев, областей, республик, то, значит, одно из самых первых это был, значит, это выпуск здесь, в Москве, значит, сборника стихов Натальи Ивановны. Видите, как это такая тоже высокая, значит, оценка, скажем так. Я должен сказать, что вот это одна, что ли, ее такая ипостась, как творческого человека, как поэта с общероссийским именем, признанного поэта. А, значит, я бы даже так сказал, что, знаете, как большое всегда видит свет на расстоянии, на самом деле. Значит, и мы часто не замечаем, что вокруг нас живут выдающиеся люди, значит, которые, я думаю, пройдет время, и вот такие наши современники, как Николай Алексеевич Лугинов или Наталья Ивановна Харлампиева, они войдут в число тех людей, которые будут называть классиками нашей якутской литературы. Но ведь я как бы могу сказать, что второе качество Натальи Ивановны не менее значимо. Это вот ее такая, значит, общественная деятельность, общественная работа. Может быть, я совершенно уверен, что, наверное, и общее количество трудов, которое было бы ей, значит, издано, было бы значительно больше, чем сейчас, потому что она много времени должна была уделять, значит, и такой непосредственной работе, и на редакторской работе в эти бурные 90-е годы, и потом в качестве руководителя нашего союза писателей Республики Саха-Якутия. Ну, давайте вспомним, что это за годы.
Ведь это не только годы глубокого такого экономического, социального кризиса, разрухи в стране, но и годы такого идеологического перелома, что ли. И наше общество, оно разбилось на отдельные части, на отдельные кусочки, значит, и была неоднозначна совершенно оценка прошлого, неоднозначная оценка творчества, значит, наших выдающихся людей в любой сфере деятельности, и в сфере политики, и в сфере культуры, значит, и в сфере литературы. И такое бурлящее, кипящее, значит, что ли, время. И, конечно, требовалось очень много такой мудрости, выдержки, усилий для того, чтобы как-то объединить людей, для того, чтобы не потерять, значит, те, будем говорить, основы, которые нас объединяют, а не разъединяют. Значит, это было очень сложно, такое время. И как раз вот Наталья Ивановна была одним из таких людей, консолидирующих, объединяющих, умиротворяющих, будем говорить, разные страсти и так далее. Но именно поэтому, значит, она была и избрана председателем Союза писателей. И в этом качестве, ну, проявились ее еще и организаторские таланты такие. Потому что, ну, представьте себе, вот на ее хрупкие женские плечи сколько легло забот. Ведь быть председателем Союза писателей — это не только заниматься, значит, творческой деятельностью, но и деятельностью организационной. Надо скомпоновать этот союз, поддерживать людей, в которые в него входит и материально в том числе, потому что деятели духовной культуры оказались в самом таком незащищенном, сложном положении. Потому что коммерциализации литературы как не было, так и нет. Сейчас, по сути дела, так, за исключением там, бульварных каких-нибудь произведений, государственная поддержка, надо было активно этим заниматься. Надо содержать материальную часть, была материальную базу самого Союза писателей, начиная от того, что там крыша прохудилась, понимаешь, так и кончая о том, что ни транспорта, ни машин, ничего. Значит, вот эти заботы о подрастающем поколении литераторов, значит, забота о ветеранах литературных, это же такой большой, огромный пласт работы. И вот занимаясь этим, она еще, конечно же, не упускала, будем говорить, и, собственно говоря, наполнение такой литературной деятельности. И в этой связи я могу сказать, что именно по ее инициативе тогда было принято решение о том, что будем издавать полное собрание сочинений якутской классики. Это проект, который был тогда единственным во всей Российской Федерации, и он был рассчитан на многие годы. И каждый год в бюджете республики предусматриваются определенные средства, чтобы вот по очереди выпускать все эти труды. Значит, по ее инициативе мы не замкнулись в себе, а и вот всегда тогда отмечали, что на самом деле, скажем, вот именно Якутия была, значит, таким один из наиболее активных субъектов федерации, где вот проводилась работа по объединению литераторов всех. У нас сейчас гостями были и руководство Союза писателей России, и писатели из других краев, областей, республик. Значит, это проходило в Якутске. Значит, это мероприятия, которые проводили здесь. Ну, тогда ЛРОС учредила большую литературную премию России, значит, которые получили действительно очень заслуженные такие, значит, лучшие работы русских писателей, российских писателей в целом. В том числе и наши республиканские лауреаты были. И я вот, как бы приходилось мне общаться с руководством Союза писателей, и когда работал в ЛРОСе, и вот, будучи президентом Республики Саха-Якутия, значит, я должен сказать, что они с огромным уважением относились к республике, к нашему общему стремлению, ну, как объединить, участвовать в объединенных процессах, значит, в Российской Федерации. И с каким большим уважением они относились к нашим литераторам, Николаю Алексеевичу Лугину, который вообще-то, ну, с благоговением они относились. Значит, и Наталья Ивановна, тогда я видел, каким она большим авторитетом пользуется. Значит, мне потом еще, значит, уже на другой работе в Совете Федерации приходилось участвовать в работе иногда Союза писателей России, значит, в том числе некоторые заседания проходили с участием Натальи Ивановны. Ну, она действительно там была очень такой уважаемый, почитаемый, авторитетным человеком. Скажите, пожалуйста, вот во времена вашего президентства в республике, да, тогда уже остро стоял вопрос о двух союзах? Нет, еще раньше. Это два союза возникли сразу после развала СССР,
Вот когда объединение было, вернее, когда вот было объявлено, ну, вот эти все процессы, суверенитет, значит, республика, как приобрела новый статус и так далее, значит, то я говорил, в духовной сфере были такие большие брожения. Они были связаны, я бы даже не сказал, что с личностным планом, да, кто-то там друг друга не любил. Но в любой сфере деятельности, особенно в творческой, есть всегда какая-то конкуренция, значит, там, соперничество, да, значит, на этой почве иногда рождаются очень такие, ну, будем говорить, серьезные конфликты. Ведь когда мы говорим даже о классиках нашей литературы, вот обвинениях там в их адрес, значит, когда они кого-то объявляли буржуазом, националистом, да то же самое Наталью Ивановну, между прочим, ведь не сразу приняли в Союз писателей СССР. Там была задержка, значит, ее сначала от ее кандидатуры отклонили, и в том числе, значит, обвиняя ее в том, что она слишком, ну, как бы, большое внимание и уделяет творчеству, помните, поэт Николай Гумилев, и в ее стихах есть гумилевские мотивы. А тогда Гумилев это было имя такое, значит, табу, под запретом, значит, так, ну, белогвардейский офицер там и все такое прочее. Вот сын его, великий наш, будем говорить, ученый, значит, Лев Гумилев, тут вообще длительное время находился там, будем говорить, в заключении и так далее, и так далее. Вот, и поэтому ее и не принимали. И Стафрон Петрович Данилов, будучи председателем Союза писателей, значит, республики, он обращался и говорил, значит, что это неправильно, вот у нее очень много стихов, есть самостоятельные сборники избраны, значит, и не надо тут вещи путать. Но заметьте, значит, это же все следствие вот такой вот, ну, в том числе и всякое разное такое личностное там вопросов и все остальное. Ну вот, но в 90-е годы я не буду на этом говорить о том, что это была главная причина. Скорее, главная причина была, пункт первый, в оценке всего нашего литературного наследия, деятельности нашей литературы, выводов, которые надо сделать, значит, и в разном видении, что ли, значит, подходов, как должно развиваться наше литературное творчество и так далее. Наши писатели разделились на части. Значит, поскольку и там, и сям оказались, значит, люди не просто так, а заслуженные, с именем, значит, то, ну, Михаил Ефимович Николаев тогда принял такое Соломоново решение, значит, пусть будет два союза, и мы будем финансировать и тех, и других, и поддерживать и тех, и других. Но положение получилось, что вот этот союз писателей, значит, ну, которым вот руководила, значит, Наталья Ивановна, он оказался более таким дееспособным, что ли, более активным, более привлекательным для писателей, значит, так, и как бы, ну, стал основным. Я не умаляю заслуг другого союза, но вот так, мне кажется. Вячеслав Анатольевич, а вот что бы вы, ну вот, Наталье Ивановне пожелали? Я могу сказать еще так в личном плане, значит, знаете, вот когда я готовился к вступлению в должность президента Республики Саха-Якутия, мне надо было на якутском языке принести присягу, значит, и она для меня была учителем, ментором. На протяжении длительного времени мы с ней занимались по произношению, значению слов, по их взаимосвязке. Я ей за это очень благодарен, потому что, ну, вроде как ничего получилось. Значит, и вот мое личное знакомство с ней, вот наше взаимодействие, значит, оно, конечно же, как бы, ну, рождает такую симпатию, как к человеку, значит, и я думаю, значит, это действительно очень достойный человек. Самое главное, что я хочу ей пожелать, это, конечно, долголетие. Долголетие, это значит здоровье, благополучие, значит, но долголетие еще и творческого, чтобы мы еще много-много увидели ее разных произведений, и чтобы вот вы сказали о том, что теперь уже помимо стихотворной части она уже занимается прозой, значит, да, собственно, она и раньше кое-что писала, значит, но чтобы она как бы с возрастом и в будущем разнообразила свою палитру.
чтобы она, значит, ну, действительно, будем говорить, вот ее творческие способности, которые настолько велики, что они нужны нам всем, они получили свое раскрытие. Значит, вот этого я, прежде всего, хотел, конечно, пожелать.